Новости Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И прежде всего поздравим болельщиков Акбарса. Буквально несколько минут назад команда одержала волевую победу над омским «Авангардом». Матч закончился со счетом 2-1 в пользу Акбарса. И таким образом счет в серии 3-1. Успехов Акбарсу. И к другим новостям. Перекрыли аорту. Да. Центр пополам. Вот больница. Так один ЖД-переезд разделил высокую гору на две части. Почему, выясняла Альбина Минибаева. Дома цыганского табора попали под снос. Детей жалко. А что выгонять надо? Не жалко их. По спорному вопросу в суде побывал Анияз Рахман. Репутация затрещала по швам. Кто ответит за трещины в домах по улице Глушко, расскажет Александр Севастьянова. Лебеди-санитары. Надо брать пример животных. Почему лебеди на озере Кабан решили заняться уборкой? В репортаже Альбины Аслугараевой. Разделенные путями на станции Высокая гора закрыли железнодорожный переезд. Когда откроется, неизвестно. Отрезанными оказались порядка 20 тысяч человек. Эта новость стала полной неожиданностью и для экстренных служб. Спасателям, в случае что, теперь ехать 15 километров в объезд. За комментариями в РЖД отправилась Альбина Минибаева. Нам не надо в Киндери, нам не надо на Каменку, по узкой дороге. Нам надо, мне надо от своего дома в своем населенном пункте до школы доехать. Теперь 812-й километр Горьковской железной дороги только для пешеходов. Шлагбаум здесь не поднимался с понедельника. ЖД-переезд закрыт, и местным автомобилистам теперь только в объезд. 13 километров, чтобы попасть на станцию. Если раньше Эйза отвозила сына в школу за 8 минут, то теперь дорога занимает минимум полчаса. ЖД-пути автоледи уже не пересекают, и вроде бы так безопасней, но по дороге уже другие преграды. А если встречаются вообще грузовые, тут вообще не разъехаться. Если это колесо вошло, здесь вообще бултыхаться будет. А тут уже Амине Ибнеевой не состыковаться с надземным пешеходным переходом. РЖД утверждает, что это тоже альтернатива, чтобы попасть на другую сторону Высокой горы. Но инвалидам, что по лестнице, что по объездной дороге, один страх. То ли я доеду живой, то ли нет. Тот объезд, по которому велят нам ходить-то. И то же самое, скорую помощь, когда вызываем. Тут я знаю, точно за 5 минут она до меня доедет. По словам РЖД, шлагбаум здесь на время, а на месте переезда будет новый пешеходный переход, безопасный для жителей. Статистика погибших на путях растет. 8 человек с начала года. Для обеспечения безопасного перехода граждан через железнодорожные пути на 812-м километре станции Высокая гора начато обустройство пешеходного перехода, в связи с чем перекрыто движение на железнодорожном переезде. Этот ЖД-переезд, можно сказать, аорта для Высокой горы. По одну сторону больница, жилые дома и администрация района, по другую сторону пожарная часть и снова жилые дома. И после закрытия даже спасатели оказались заложниками ситуации, без предупреждения. РЖД нас не проинформировала, это причем уже не первый случай такой. По нашим данным, осложнилось оперативное реагирование пожарных подразделений в связи с увеличением транспортного потока на улице Чернышевского и дорогах местного значения. Оповещать о закрытии переезда не стали и другие ведомства поселка. Когда снимут шлагбаум, неизвестно. Завтра представитель РЖД на месте будет обсуждать, во сколько обойдутся новшества на путях. Альбина Минибаева, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Куда уйдет табор? Сегодня Зеленодольский районный суд постановил снести 5 цыганских домов в поселке Айша. Местный исполком просит признать незаконными порядка 17 построек. В селе табор проживал более 16 лет. Что стало камнем преткновения, выяснил Нияз Рахман. судебный спор разгорелся вокруг этих 5 домов. По мнению местной администрации, они построены незаконным образом. И главные требования, они должны быть снесены. Дома находятся на земле семьи Христовых. Здесь живут 3 сыновей и 2 племянника цыганской семьи. Дом купили еще в начале 2000-х. Сейчас здесь проживает почти 100 человек. Без документов и с многочисленными нарушениями пожарной безопасности, утверждает местная администрация. В районном суде исполком Айшинского поселения просит признать и снести 17 построек. Сегодня рассматривали исковое заявление против семьи Христовых. Объект, возведенный с нарушением градостроительных норм и в отсутствие разрешительных документов, а также, соответственно, если данный объект несет в себе опасность жизни и здоровью неопределенного круга лиц.
Однако с таким мнением сами цыгане не согласны. Как, впрочем, с решением суда снести в течение 2 месяцев все 5 домов они не готовы. Разобрать до августа готовы лишь 2 постройки. Дома еще. И тогда можем что решать вообще, то да, конечно. Потому что тоже взрослый, некоторые сейчас нет дома, командировках работают. Ну, будем решать вопрос. Детей жалко им. А что выгоняют нам? Не жалко им. Сколько лет жили? Ни один пожар не был. Решение городского суда по 9 таким постройкам уже вынесено. Завтра решится судьба еще 4. Исполком решения не комментирует. Куда переехать цыганам, не предлагают. Покинет ли цыганский табор обжитую Айшу или пойдет на компромисс, станет известно через 2 месяца. Ниаз Рахман, Марат Саидгараев, ТНВ, Зеленодольский район. За трещины ответят. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовные дела по факту разрушения 4 и 6 домов по Глушко в Казани. Высотки дали трещины, из стен в прямом смысле выпадают кирпичи. Следователи намерены выяснить, что стало причиной. Как жители пытаются обезопасить себя сами, увидела Александра Севастьянова. 6-й дом по улице Глушко сдали в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Квартиры здесь выдавали по соципотеке. Но не успел завершиться и 5-летний гарантийный срок, как дом в буквальном смысле затрещал по швам. Трещина шириной в несколько сантиметров, а раствор и вовсе без лишних усилий отделяется от стены. По кирпичу не разбирают, а разбирается. С виду уютный, опасный внутри. Посмотрите, что творится. Трещина на подъездных балконах, цветочки, ягодки, а в данной ситуации кирпичи, которые выпадали из стен, стали последней каплей. Исправить ситуацию пытались своими силами, вызывали альпинистов, чтобы переложить новый дом. Сейчас вот прошел альпинист, вроде этого нет. Но прям видно было, что вот они выходят. Первый, кто заметил, это мужчина, который вышел выносить мусор. И прям чуть ли у него перед носом этот кирпич не упал. Пока без жертв жильцы обратились в прокуратуру. По 2 домам провели экспертизу. Проведена проверка, в ходе которой потребовала от управляющей компании проведения технического обследования указанных объектов. В ходе обследования установлено многочисленные нарушения в технологии строительства и эксплуатации домов, которые впоследствии могут привести к чрезвычайным происшествиям. Материалы проверки направили в Следственный комитет. Следователи решили уголовному делу быть по факту, пока в отношении неустановленных лиц. В ходе предварительного расследования было установлено, что по одному из уголовных дел в 2012 году в ходе эксплуатации многоквартирного жилого дома номер 4 по улице Академика Глушко были выявлены многочисленные нарушения, дефекты. Расследование уголовных дел продолжается. Строительством домов занимались подряды организации «Казань-Центрстрой» и «Актаж». Обслуживает дом управляющая компания «Жилище и комфорт». Из-за кого дом дал трещину, теперь покажет следствие. Александр Севастьянов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. А им дома в радость. В Казани начали заселять 4 новостройки на Мазита-Гафури. Они построены в рамках федеральной программы переселения из аварийного жилья. Напомним, она завершается в сентябре. Сейчас в республике ждут переезда более 22 тысяч человек. Условия, созданные в новых домах, оценила Аделя Коломейц. У меня там крысы, мыши и улитки какие-то по столу даже бегали. Сания Тумакова еще долго будет помнить свой старый дом. В нем она прожила не 1 десяток лет. В новую однушку женщина переехала в январе. Сейчас я плачу, 2 месяца заплатил по 5 тысяч. Старую квартиру выкупило государство. За квадратный метр по 11 тысяч рублей. Всю сумму, это чуть более 300 тысяч, внесли как первоначальный взнос. Оставшуюся хозяйка будет выплачивать ближайшие 15 лет как соципотечник. Разница в цене, конечно, чувствуется, говорит пенсионерка. Квадратный метр 35 тысяч рублей. Зато качество жилья – небо и земля. Мы сейчас заходим в трехкомнатную квартиру. У этой квартиры хозяев пока нет, но такие условия предлагают всем, кто переселяется из аварийного жилья. В 3-комнатной 54 квадратных метра. Кухня, студия, просторный коридор и 2 спальни. В квартире чистовая отделка, санузел уже оборудован. Заезжай и живи. Здесь холодная вода, потому что этот дом с индивидуальным самообогревом. Таких здесь 4 дома, правда, заселены они все не более чем на 10%. Здесь живут только собственники квартиры, а те, кто ожидает жилье по программе социального найма, ждут, когда муниципалитет выкупит квартиры и передаст им. До конца года дома полностью заселят. Решится жилищная проблема сразу 352 казанцев. Всего в Татарстане расселения ждут более 22 тысяч человек. Программа переселения из аварийного жилья действует только до сентября этого года. Аделя Коломейц, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.
Вахитовский суд Казани сегодня удовлетворил первый иск прокуратуры в интересах пострадавшего вкладчика Татфонбанка, инвалида первой группы. Он заявил о нарушении своих прав. Установлено, денежные средства со счета заявителя банк перечислил в доверительное управление ТФБ «Финанс». При этом банк скрыл от заявителя возможные риски. Таким образом, прокуратура защитила интересы обманутого клиента. Иск прокуратуры в защиту финансовых прав еще одного гражданина, 79-летнего вкладчика Татфонбанка, находится на рассмотрении. Мы, безусловно, удовлетворены этими решениями суда. Считаем, что это важный шаг к формированию устойчивой судебной практики по восстановлению прав вкладчиков, которые по тем или иным причинам не способны защищать их самостоятельно. Рассчитываем на то, что остальные пострадавшие вкладчики будут активно использовать сегодняшний прецедент для защиты своих прав путем самостоятельного обращения в судебные органы на местах. Казань, как, впрочем, и вся Россия, в ожидании большого футбола. 17 июня стартует Кубок Конфедерации. Часть футбольных матчей пройдут и в Казани. Купив билет на игру на общественном транспорте, можно будет ездить бесплатно. А вот личный автомобиль лучше оставить дома. Елизавета Пастухова о том, к чему готовиться горожанам. Сотрудников московского метро уже посадили за парты. Они усиленно изучают английский, чтобы на «How are you» они могли ответить не только «Fine, thanks», а еще объяснить, где найти и как проехать до места проведения футбольного матча. Иностранцев будет много во всех городах. Передвигаться на городском транспорте болельщики смогут бесплатно, если на руках будет билет на игру. Это и метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички и даже Аэроэкспресс. Ездить на них без денег фанатам разрешат в день проведения матча. Наши жители могут, не выезжая от дома на автомобиле, пользоваться общественным транспортом, неоднократно пересаживаясь, и все это бесплатно будет. На время матча в Казани изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы не будут доезжать до Казани-арены. Изменения продлятся 4 дня – 18, 22, 24 и 28 июня. Возле стадиона та дорога, та пропускная дамба, которая будет перекрыта, она будет использоваться только для пешеходов. В привилегию болельщиков входят и бесплатные поездки между городами и участниками. По паспорту фаната без оплаты можно будет доехать из других городов футбольного соревнования. В составы будут входить купейные и двухэтажные вагоны. Также предусмотрят специальные места для маломобильных граждан. Перекрывают дороги, я в принципе не считаю, что это такая большая трагедия будет. Ничего страшного, я думаю, что все найдут объездные пути. Надеюсь на адекватное, скажем так, реагирование сотрудников правоохранительных органов. Будет все отлично. А так, да, очень хорошо, что у нас проходят такие мероприятия, развивается инфраструктура города. Мы же пережили универсиаду и нашли, как выехать. И мы живем на Чистопольском, на здесь всю дорогу перекрыли. Мы потерпели, зато потом стало хорошо. Тем более к этому Кубку Конфедерации все готовятся, особенно молодежь. Они все рады. Главное спортивное мероприятие мирового масштаба стартует 17 июня и продлится 16 дней. Болельщики смогут бесплатно посетить города России. Это Казань, Сочи, Санкт-Петербург и последний гол забьют в Москве. Елизавета Пастухова, Алексей Алексеев, Амир Залишев, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем расскажем далее. Чтобы интернет-покупка не сыграла злую шутку. Продавец говорит, нет, цена повысилась. Можно ли опираться на закон о защите прав потребителей, покупая по всему миру, узнавал Рамиль Шайдуллин. Лебеди-санитары. Надо брать пример животных. Почему лебеди на озере Кабан решили заняться уборкой? В репортаже Альбины Асылгараевой. Различные варианты развития сотрудничества между Татарстаном и компанией «Пимакина» обсудили сегодня в Доме правительства Рустам Миниханов и генеральный директор турецкой фирмы. Стороны обсудили возможность совместного производства строительной техники на территории Татарстана. Татарстанский парламент на очередное заседание соберется 21 марта. На нем с отчетом о работе исполнительной ветви власти выступит Эльдар Халиков. В этом докладе премьер должен обстоятельно рассказать о положении проблемных банков. Тема Татфонбанка станет одной из ключевых. И депутатам, многим с пикета, который проводил Татфонбанк в парке Петрова, к нам поступили письменные обращения после получения обстоятельной информации, задания вопросов, уточнения этих дел. Мы эти ответы конкретно этим людям, безусловно, или вы направите.
Они в ответе за тех, кого застраховали. Депутаты Госсовета призывают татарстанцев чаще обращаться в свои страховые медицинские организации, что работают в системе ОМС. Пока к страховщикам приходят в последнюю очередь. Они-то самый действенный инструмент в преодолении препонов, что возникают при лечении. Как страховщики могут подстегнуть медиков, узнал Дмитрий Аринин. При себе обязательно иметь полис обязательного медицинского страхования. Так говорят и слушают в колл-центре страховой медицинской организации. Сегодня здесь на вопросы пришлось отвечать воочию депутатам Госсовета. Они проверили, как работает закон об обязательном медицинском страховании. Оказалось, здесь не все гладко. Многие татарстанцы попросту не знают, что страховщики могут проконсультировать и оперативно решить проблему. Информированность наших граждан о том, что страховая компания все-таки стоит на защите прав пациентов, они все-таки не знают. Я вот говорю, это пример вот с автомобилем. Мы никогда не пойдем, мы всегда, если нашу машину стукнут, мы знаем, что нам надо обращаться в нашу страховую компанию. В минувшем году в территориальном фонде ОМС Республики насчиталось более 1000 жалоб. Почти все они обоснованные. Недовольство граждан вызывает и качество услуг, и то, что парамедики отказывают в бесплатной помощи по ОМС или выставляют за нее счет. В таких случаях призывают подключать к делу страховые компании. Ты позвони нам и не уходи из лечебного учреждения. У нас на нашем контакт-центре есть все контакты лечебных учреждений, начмеды, главврача, зав. Отделений. То есть, находя, понимая, где он находится, мы точно выходим на данного врача, данную компетенцию и снимаем вопрос. С нерадивыми медучреждениями депутаты Госсовета обещали провести разъяснительную беседу. Гражданам же следует помнить простое правило. Если у вас есть российский полис ОМС, то отмахнуться от вас врачи не имеют права. Дмитрий Аринин, Эдуард Мухамедзянов, ТНВ, Казань. Сегодня День защиты прав потребителей. Специалисты обратились к татарстанцам: покупая, не прогадайте. Товары при покупке в интернете неосязаемые, но деньги за них просят реальные. Поэтому норм для них не виртуальные. Что делать, если обманули в киберпространстве, выяснял Рамиль Шайдулин. Здесь есть «Купить сейчас». Мы нажимаем, у нас выдается сумма, оплачиваем. Патимат Шакирова – сторонница интернет-шоппинга. Первыми покупками стали платья, но симпатия к ним пошла была по швам. Когда одежда пришла не по размеру, Патимат и ощутила себя обманутой. Платье пришло, оно сидело на мне впритык, мне было в нем тесно. Поменять они отказывались. Тогда я сказала, что хорошо, я вот эту переписку приложу и подаю на вас в суд. После заказа и оплаты интернет-покупка приходит примерно вот в таком виде. Это бандероли, нередко и мелкие пакеты. И важно не вскрывать их сразу, потому что внутри может оказаться не то, за что платили. Присылают не то, за что уплачено, не то по виду, не то по качеству. Но обманутые не остаются без поддержки. На страже интернет-покупателей закон о защите прав потребителей. Если раньше эти обращения было достаточно сложно рассмотреть в пользу потребителя, то сейчас они придерживаются как раз-таки установленных нашим законодательством правил. Они – это зарубежные продавцы. Иностранные сайты учитывают российские законы. По ним покупатель вправе вернуть товар и получить обратно деньги, если прошло не более недели. Возврат даже через интернет производится. Конечно, бывают, наверное, те, кто люди обманывают в интернете. Их везде хватает. Мы просто так не покупаем. Мы сначала знакомимся тщательно. За январь и февраль после обмана в сети за помощью в инстанции обратились 200 человек. Защитники прав потребителей сообщают, что кроме этого много обмана по лекарствам и биологически активным добавкам. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. От уютного дома до уютного города. Сегодня в Казани наградили лучших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Повод для встречи – День ЖКХ в календаре. Праздник собрал более сотни профессионалов своего дела в столичной ратуше. От обычных слесарей, дворников до руководителей крупных управляющих компаний. Правда, молодых специалистов среди них крайне мало. Они ищут, конечно, полегче работу. Сейчас в основном уже предпенсионные в возрасте работают. Вот хотелось бы, что молодые тоже пришли. Педагоги, врачи, журналисты будут представлять Заинск на съезде народов Татарстана. Сегодня в городе их выбрали единогласно. Напомним, форум пройдет в Казани 22 апреля. И главное, что обсудят создание комфортного климата для проживания всех народов в республике. Сегодня в Татарстане в мире и согласии проживают 173 национальности. В Заинском муниципальном районе их порядка 30. Общественная и культурная жизнь в муниципалитете выстраивается с учетом национальных традиций многочисленных представителей местных диаспор. Все проекты, которые запланированы в течение года, рассматриваем и с точки зрения и этого вопроса.
Вы видите, что если мы изменили формат, сценарий программы Сабантуя, перенесли место, центр города, мы также, очень большое внимание уделили проведению и Петровне. В списке делегатов от Заинского района педагоги, врачи, журналисты. Все понимают важность возложенной на них миссии – укреплению дружбы народов, сохранению и приумножению традиций межэтнического согласия. О правильности политики государства в национальном вопросе говорили и на сегодняшней встрече. И в вопросах нашей повседневной жизни, и в семье, и в школе, и в работе общественных организаций, и в работе государственных институтов национальный вопрос должен всегда быть во главе, должен всегда быть в центре внимания. На заседании Совета также обсудили миграционную ситуацию, национальное образование, работу многонациональных общественных организаций района. Светлана Звонарева, ТНВ Заинск. Не стали ждать, пока это сделают люди. Лебеди на озере Кабан начали убирать мусор, брошенный в воду казанцами. Видео, на котором птицы вовсю убираются, облетело весь интернет и попало в топ новостей СМИ. О лебедином укоре человеку Альбина Салгараева. Вот то самое видео, снятое наблюдательными казанцами. Лебедь основательно расчищает территорию от мусора на озере Кабан. Вторая птица тут же. Рядом невозмутимые утки. Все как в жизни. Один работает, остальные контролируют. Вот те самые лебеди-санитары. И если довести ситуацию до абсурда, то можно предположить, например, что они прервались на обеденный перерыв, потому как территория еще сильно загрязнена. И мусора здесь столько, что, в принципе, местные утки и голуби могли бы помочь в уборке. Птицы в мусоре купаются в буквальном смысле. Пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, в основном бытовой хлам. Мусора пруд-пруди. На уборку водоема нужно было выйти людям. Причем давно. Если власти не убираются в городе, хоть этим пускай с себя начинают, как говорится. Я считаю, что люди должны убирать, а все-таки не лебеди, потому что это животные. Мы должны за ними ухаживать, они за нами. Им тоже хочется жить в чистоте. А если люди этого не делают, то они сами это делают. Не уборкой, а подготовкой к строительству гнезда занимаются лебеди, говорят орнитологи. У лебедей строгое разделение труда. Самец добывает стройматериалы, самка затем соорудит гнездо. В данном случае из хлама. Конечно же, ненормально. Гнезда должны быть построены из рогоза, тростника, камыша. Но ни в коем случае не из мусора, тем более, что многие пластиковый мусор может быть токсичным, может начать разлагаться, особенно если будет жаркая весна, и могут быть испарения какие-то, которые могут нанести ущерб и яйцам, и птенцам. Эти лебеди уже стали негласным символом предстоящей санитарной очистки города и свидетельством того, что работы много. В мусоре утопает не только этот водоем. Птицы могут заглатывать куски бытового мусора, и это оказывает токсическое воздействие на их организм. Поэтому в преддверии летне-весеннего периода я бы попросила горожан более осмотрительно относиться к местам своего отдыха и обязательно убирать за собой. Тем временем в Министерстве экологии говорят, уборкой озера должна заниматься городская администрация. Исполком же отправляет к республиканским экологам. Но только птицам все равно, кто виноват. Они уже знают, что делать. Альбина Салгараева, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Из высокогорского отделения Татфондбанка украли 3,5 миллиона рублей и 30 тысяч евро. Подробности через несколько минут. А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании. О деловых новостях республики прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее о спорте и о погоде. И до встречи на ТНВ. В Акосе выгодное предложение на автомобиле Nissan. Выгода до 180 тысяч рублей. И не только. Звони 276 70 70. Акос. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Подбираешь себе автомобиль? Хватит думать. Только в марте в Транстехсервис. Volkswagen Polo за 509 900 рублей и Volkswagen Tiguan за 1 миллион 99 тысяч рублей. Позвони сейчас. Volkswagen.
Хотите запомнить детский выпускной надолго? Устройте веселый праздник своему ребенку в Корстон. Специальные условия группам от 10 человек. Корстон. Подробности 279 30 79. Акция до 1 июня. 0+. Только до конца апреля. Новая программа в Челнинском дельфинарии. 39-е царство в гостях у дельфинов. Звоните 70 16 42. Кан Авто, официальный дилер автомобилей УАЗ, в марте увеличил выгоду до 110 тысяч рублей. Приезжай и обменяй свой автомобиль на новый УАЗ Патриот и получи дополнительные подарки. Кан Авто 230 30 30. Только в клинике Фарм-Т лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. За 20 лет в мире установлено более 500 аппаратов и проведены миллионы успешных процедур. Без боли, без операции, за один сеанс. Весь март прием уролога с УЗИ всего 500 рублей. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Азина Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азина Авто. Азина Авто 512 12 12. Яңа гасыр каналы Татарстанның шәһәр һәм район кинотеатрларының зур экраннарында татар классига Гадел Куты әсәренә нигезләнеп төшерелгән Тапшырылмаган хатлар нәфис фильмын тәкъдим итә. Карамыйча калмагыз. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Волейболисты казанского «Зенита» стартовали в плей-офф Лиги чемпионов. Дебютная игра для действующих победителей турнира прошла в Бельгии. Наш соперник – чемпион страны последних 4 лет КНАК из небольшого городка Лусераре. Хозяева смогли дать бой зенитовцам только в первой партии. Дальше весь поединок прошел под диктовку команды Владимира Олекна. В подаче преуспел кубинец Вильфредо Леон, на блоке блистали Гуцалюк и Андерсон. Атаки в этот день лучше получались у Максима Михайлова. 18-й номер казанцев и ставит победную точку в поединке. В результате КНАК проигрывает перед своими болельщиками со счетом 0-3. Ответный матч пройдет в Казани 22 марта. Тем временем татарстанские спортсменки стали призерами первенства России по фехтованию. Соревнования среди девушек до 23 лет проходят в эти дни в Сочи. В полуфинал турнира раперисток пробились две представительницы Татарстана – Регина Гарифуллина и Алина Фаткуллина. Жребий столкнул наших девушек на стадии 1/2 финала. Гарифуллина обыграла свою одноклубницу со счетом 15-9 и вышла в финал. В борьбе за первую строчку ей пришлось сражаться с москвичкой Викторией Юсовой. Выиграть у призера юниорского чемпионата Европы не удалось. В итоге Гарифуллина завоевала серебро, у Фаткуллиной бронзовая медаль. И в завершении новости мини-футбола. Лучшие корпоративные команды республики вновь готовятся выявлять сильнейших. В традиционном турнире Казанской бизнес-лиги стартует весенняя часть. За главный трофей борьбу ведут и сотрудники нашей телекомпании. В активе футболистов ТНВ победа в малом кубке и бронзовые медали. Корпоративный турнир стартует в начале апреля. У коллективов еще есть возможность подать заявку на участие. Кроме этого, у компаний, кто хочет состязаться с партнерами и конкурентами на спортивной площадке, появился шанс проявить себя и на волейбольном турнире. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде в ближайшие несколько минут. Весна по-настоящему вступила в свои права. И в республике сохраняется комфортная погода, без существенных осадков и колебаний температур. Завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево осадки не ожидаются. Ночью подморозит до -8, днем воздух прогреется до 1 градуса выше нуля. На северо-востоке облачно с прояснениями, также без осадков. Ночные температуры до 7 мороза, днем до +3. На севере Татарстана Менделеевский, Менделинский, Агрызи также без осадков. Ночью до 7 градусов ниже нуля, днем до 2 градусов тепла. На северо-западе Варске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями. Ночью -7, днем +2. Малооблачная погода без осадков на юго-западе республики. Ночные температуры до -5, днем до 3 градусов выше нуля. Для жителей центральных районов 16 марта будет малооблачным и без осадков. Ночные температуры до 6 градусов мороза, днем +2. В последующие дни облаков станет больше, не исключены небольшие осадки.
Завтра в Казани облачно с прояснениями, без осадков. Ночные температуры -3, -5, днем до 2 градусов выше нуля. Ветер южный порывистый до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.